Что будет дальше? Я утверждаю, что это еще один шаг в стратегии Владимира Путина по отделению востока Украины от остальной Украины и, возможно, по созданию наземного коридора в Крым. Так что результат очень плохой. И еще раз повторю, мы не дали украинцам оружие, когда они об этом умоляли. Мы не дали им даже разведданных. Мы не хотели провоцировать Путина. Но в итоге мы проявили слабость и этим спровоцировали Путина. Мы это кто? США? Да, конечно, США вместе с европейцами. Но европейцы меня не удивляют, а вот позиция США меня разочаровала. Нас просят дать оборонительные вооружения, нет, мы не даем их. Комично даже. Нас просят об оружии, мы посылаем армейские пайки. Почему вас не удивили европейцы своей, как вы говорите, недостаточно жесткой линией? Европейцы зависят от российской энергии, это очевидно. И стало очевидно, что США не будут им в этой ситуации помогать, чтобы не провоцировать Путина. Но ничто не провоцирует Владимира Путина больше, чем проявление слабости. Мы должны понять, цель Путина – реставрация Российской империи. Но он никогда не говорил, что хочет присоединить Восточную Украину к России. Он разное говорил, в том числе, что возьмет Киев за 2 недели, если захочет. Он говорил о Новороссии, а это старое царское определение. То есть он хочет восток Украины, хочет Крым, и он хочет, если ему позволят это, Молдавию и Прибалтику. Вот что он хочет восстановить. Он не может допустить свободной, процветающей демократической Украины, потому что тогда российские люди тоже такого захотят.